В столице Коми начал работу 13-й съезд Коми народа. Форум стартовал в здании Национального музыкально-драматического театра Республики. Обо всем подробнее Анастасия Тюрнина. Регистрация делегатов проходит с 9 утра. Все приходят с хорошим настроением и готовы к деловому диалогу. Их уже встречают артисты, они готовы выступить. И, конечно же, здесь есть выставочные зоны. 188 делегатов из 210 выдвинутых собрал 13-й съезд Коми народа. В городах и районах республики активисты Коми Войтер готовились к предстоящему событию, и вот они здесь. По словам Владимира Уйба, съезд Коми народа – значимая площадка для прямого разговора с властью о важных вопросах развития Коми народа и республики. Красной строкой в деятельности межрегионального общественного движения Коми Войтер в решениях съездов проходит тема сохранения и развития коми-языка. Она неоднократно обсуждалась совместно с профильными министерствами. Коми-язык стал предметом моего обстоятельного разговора с президиумом движения в марте этого года. В целях реализации решений 12-го съезда в 2023 году в республике учрежден новый официальный праздник – День коми-языка и письменности. Это важный шаг в деле сохранения и развития языкового достояния Коми народа. Целенаправленная и успешная работа включения учебников коми-языка в федеральный перечень. Глава Коми выразил благодарность Коми Войтер за помощь бойцам спецоперации, сбор и доставку гуманитарных грузов. Затем Владимир Уйба вручил награды активистам Коми-движения. Коми Войтер на съезд резолюция, оламе порта могли. Чтобы воплотить в жизнь резолюцию 12-го съезда Коми народа, глава Коми утвердил социально-экономический план на 20-23 годы. В связи с этим исполком Коми Войтер в 21-23 годах проводил заседания. И следует отметить, что большинство пунктов резолюции нашли отклик, большинство проблем решились. Разрешены проблемы в развитии и изучении коми-языка и спорта в селах, в сельском хозяйстве. В селе Помоздино построили большую школу. Еще за эти 4 года готовы 10 ФАПов, 2 врачебные амбулатории. Сделана дорога в Помоздинском направлении. Все эти проблемы обговаривались на прошлом съезде. Скоро свои двери откроет и больница в поселке Каджиром. Строят ФАП в Приуральском. Об этом рассказывают делегаты Печорского представительства и делятся проблемой изучения коми-языка в муниципалитете. С каждым годом у нас становится все меньше и меньше учителей коми-языка. Уменьшается и количество детей. Дети и родители желают учить родной язык, но нет большой помощи от руководства района. Развитие экономики и вместе с тем сохранение действующих предприятий, строительство жилья, ремонт дорог. Каждый съезд – это не только подведение итогов, но и взгляд на будущее. По-моему, чтобы было будущее, в движение надо привлекать новых людей. Вместе с ними приходят новые мысли, новые шаги для того, чтобы решить проблемы. Я за то, чтобы обновить исполком, президиум. Пусть придут те, кто знает, как работать, у кого болит сердце за коми-язык и народ, кто умеет взаимодействовать с властью. Решение проблем больше, чем каких-то недостатков. И нам сейчас надо оценивать внутреннюю работу движения. Мы за то, чтобы нести ответственность за наши дела. Председателем Коми Войтер после открытого голосования становится Олег Лаженев. Работу делегаты 13-го съезда Коми народа продолжили по секциям. Плодотворное обсуждение и выводы станут планом для действий на предстоящие 4 года. Анастасия Тюрнина, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.